Кто создает современную мифологию? Писатели, журналисты, интернет-блогеры или деятели кино? Ну, мы же киношники, мы же мифотворцы. Сказать легко, а как сотворить современную мифологию? Как притянуть волны ноосферы? Как сказку сделать былью? Профессиональное, большое, красивое кино, которое снято на кинопленку, которое показывается не только в Улан-Удэ по видео, а показывается везде, во всем мире. Или можно ставить вопрос конкретнее и яснее. Как создать в Бурятии кинопроизводство? Ведь ничтоже сумнящихся мы полагаем, что везде хорошо, где нас нет. Не хотелось, чтобы у людей возникала иллюзия того, что где-то как-то очень круто. Это Салбон Лыкденов. Про него и белорусского рэпера Серегу говорят, что они самые крутые гастарбайтеры Москвы. Не знаем, что там с Серегой, батька Лукашенко ему весть, а наш Салбон действительно приложил свое мастерство художника-раскадровщика, сценариста, режиссера и постановщика трюков почти ко всем последним российским киноновинкам. Я снимал фильм с Салбоном «Питер ФМ», где мы познакомились. Кинодесант высадился в нашем городе неспроста. Тут явно пахнет каким-то большим кинопроектом. Проект пока мы не будем озвучивать, просто скажем, что это очень хорошая молодежная тема. Даже, я бы сказал, даже отчасти продолжение «Питер ФМ» с улан-удэнской волной. Кинооператор Иван и художник-постановщик Сергей не просто любуются видами нашего города. Они его изучают, как съемочную площадку. Город Улан-Удэ мне показался очень разнообразным. Здесь есть много и красивых мест, и некрасивых, и мест, которые тебя сразу, ты говоришь, здесь было бы здорово снять какую-то сцену. Здесь очень большое пространство, ближе к космосу, скажем так. Иван и Сергей только первые ласточки. Большая волна кинодеятелей впереди. Возможно, пригласим звезд, актеров. Возможно, приглашенные звезды будут играть роли простых бурятских мужиков. Ну, у нас же не только тут бурятские мужики, у нас и русские мужики, и еврейские мужики, у нас разные мужики тут есть. В новый фильм наверняка войдут Арбат и площадь Советов с памятником голове Ленина. Еще группа посетила полуразвалившийся дворец ЛВРЗ и восхитилась. Фактура, сама она старинного здания. Мы хотим сделать вот из этого места, из этого дома и все, что вокруг, модный клуб. Из нашего города не будут делать что-то фантастическое. По мнению наших гостей, он уже фантастичен своей жизненностью. Вообще, Бурятия с его разнообразными ландшафтами, богатейшей историей является идеальной съемочной площадкой. Грех такую красоту не показать миру, и грех не использовать киномиру такую возможность. Мы можем здесь хоть Чехова экранизировать, Достоевского, хоть американскую фантастику снимать. У нас здесь, слава богу, натура наша позволяет. После осмотра и выбора площадок съемочная группа сразу приступает к работе. Я буду собирать аппаратуру всю, собирать команду операторскую, осветительную, и в бой. Будем декорировать разные объекты, а потом уже съемки сами. Всю аппаратуру, вплоть до последней лампочки и линзы, придется везти из Москвы. Здесь у нас просто нет специальных средств. Салбон Лыкденов и сделал целью всей своей деятельности создание полноценной бурятской киностудии. Если дадут здесь ему зеленый свет, то все будет. Во всяком случае, первый проект уже реализовывается. И, возможно, наряду с туризмом идея большого кино способна дать реальный толчок к созданию рабочих мест, новых направлений в образовании и подготовке кадров. И уж точно успешная фабрика грез способна придать гордости и стать моментом сплочения. Всем миром. И снять наше хорошее бурятское кино, и создать реальную базу. Эти люди делают все, чтобы мы дождались премьеры большого бурятского кино.